Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Ну и как мы обещали в прошлых выпусках с Анжелой Токаревой, мы покажем мастер-класс по плетению вот этого красивого, сногсшибательно блестящего ободка, да? Ага. В прошлый раз мы плели вот браслет, как раз можете обратить внимание на руку Анжелы, да, шикарный, красивый. Здесь также он наглядно продемонстрирован. Он немножко по другой технике. Можете посмотреть, если пропустили нас ВКонтакте. В принципе, куда и заливаются все наши эфиры. Ну а сегодня у нас немножко техника отличается, да? Да. Чем она отличаться будет? Приветствую вас, дорогие зрители. Мы с вами создадим вот такой ободок. Техника здесь немножко другая, как сказала Катерина. Ну и давайте сразу начнем. Нам понадобится основа для ободка и стразовый шнур, который сейчас прям в тренде. Нам понадобится 3,5 метра. Ножницы и Горячий пистолет. Так. И еще скотч. Для удобства, да? Да. Итак, что мы с вами вначале делаем? Должны найти середину. Вот, находим середину и должны приклеить шнур для удобства. Приклеивать мы будем с изнаночной стороны. Наношу пистолетом клей. Так, капельку. Затем туда приклеиваю шнур. Так вот держим, пока не приклеится. Все, отлично, приклеилось. Так, теперь мы будем его плести вот так вот, да? И для этого нужно теперь скотчем прямо на столе закрепить наш ободок. Вот так. Давайте. Катерина, подержите, пожалуйста, ободок. Я буду отрезать скотч. И будем прямо ободочек приклеивать на стол. Так. И еще раз. Так, и еще один раз. Вот так. Все, прикрепили. И теперь начинаем мы с вами плести. Итак, это у нас правая сторона, левая сторона. Берем нашу левую сторону и кладем ее прямо на наш ободок. Затем берем вторую и кладем ее сверху. Вот так. И теперь наша задача через вот эту петельку вытащить всю длину нашего шнурка. Так, теперь затянули. Так как он у нас приклеен на клее, делается это легко, наш шнурочек у нас не шевелится и держится. Все, начало есть. Теперь плетем дальше. Берем вот этот шнур, кладем ее на ободок, затем берем вот эту сторону, прям сюда можно, и с этой стороны, прям из петельки мы ее вытаскиваем. Вот так. Длина у нас составляет 3,5 метра, и оно у нас полностью уйдет на весь ободочек. Вот начало у нас вот такое. Красиво очень. Так. Ну, вначале, наверное, не совсем удобно из-за длины, да? Шнура, но с каждым разом он становится короче. Да, все верно. Дорогие зрители, если у вас не будет получаться, не расстраиваемся, пробуем. На самом деле техника очень простая. И получится даже у ребенка. Ну, если не получается, всегда можно расплести, да? Заплести заново, методом проб и ошибок, да? Да. Прийти все-таки к
своему. Мгм. Вот так вот. Берем этот шнур, кладем ее на ободок, затем второй шнур мы должны вытащить из этой петли. Так. Мгм. И затягиваем. И вот в результате у нас получается вот такая вот красота. Она очень объемная и очень красивая. Можно, в принципе, взять за основу другой такой третий шнур. Добавить, разбавить, да? Ага. И браслет можно сделать по такой же технике. Чокер можно, а потом уже сделать из него висюльки, вытащить здесь, да, и уже полноценное нагрудное украшение можно сделать. Очень много вариантов. Шнур у нас все короче, создавать становится все удобнее и удобнее. А мне нравится, что он такой, ну, не тяжелый, да? Ага, достаточно такой, можно сказать, практически невесомый, не ощущается. Ну и, соответственно, что важно, да, для нашей головушки, да? Не слишком тяжелая, да? Да. Ага. Носить. И сейчас вот очень модно вот на таких ободках, вот эту сетку видите, да? Вот здесь вот из такого же шнура делают здесь сетки и также одевают. Вот так, или можно сеткой наоборот спереди одеть, тоже очень-очень красиво смотрится. Сеточку. Так. Вообще, мне кажется, можно придумать и самим, да, какой-то свой, Свою технику. свою технику, да? Сумки очень красивые делает, например, вот как бы ручка для сумки тоже, да? Да. Сумки тоже плетут. Такой материал очень хороший и несложный на самом деле. Просто научиться плести самые основные техники, и можно на самом деле создавать все что угодно. Так, Ну и сейчас столько мастер-классов наглядных есть, да? Если вам это не подходит, всегда можно прийти в какую-то студию, в школу, бисера, например, да? Где вас с радостью, где вас с радостью научат. Доброжелательные мастера, которые здесь работают. И сейчас они у нас даже за кадром находятся в процессе работы, да. Но сейчас, наверное, вот в зимнее время актуально как раз-таки именно вот такие новогодние, праздничные. У нас украшения, они меняются по сезонам. Когда Новый год закончится, будут в тренде уже наши якутские украшения. Будем прям готовиться к Исэху. Большие украшения якутские, они создаются достаточно долго, если, например, полный комплект хотите, да, сделать. Поэтому после Нового года сразу же начинаем создавать, готовиться к Исэху. Кстати, постоянно об этом говорим, что к Исэху нужно готовиться, наверное, за год, да? Уже, то есть, закончился праздник, наступил там июль-август, уже можно думать, что же мне сделать такого интересненького к следующему якутскому. Да, правильно. Так, Катерина, я вас сейчас попрошу мне немножко помочь, подержать вот за этот ободок, а я буду завершать эту часть.
Можно, в принципе, приклеить на скотче, но будем пользоваться тем, что у нас здесь прекрасная, талантливая ведущая, которая всегда поможет. И будем завершать наш ободочек. Как видите, создается он очень быстро. Из материалов только ободочек и шнурочек. Все, больше ничего нам не нужно, да? Да, если в случае с браслетом там фурнитура, да, была какая-то необходима, дополнительные какие-то инструменты, то здесь вообще даже проще, мне кажется. Да. Достаточно зафиксировать края. И начинаем плести. Такие украшения из макраме, они очень бывают модными во время пляжного сезона. Разные бикини, топики, сарафаны можно плести. А то у нас обычно макраме — это типа ассоциация с горшком для цветов. Да, или что-то на стене такое висящее, да? Да. А тут получается, можно плести все, что угодно. Сегодня очень популярная техника, которая вернулась, наверное, я бы сказала, из 90-х, да? Да. Если не раньше, в детстве, я помню, у нас были даже шторы из макраме. Где эти шторы, интересно? Ну, горшки точно, наверное. Да, это обязательно. У нас было очень много цветов, и каждый висел на макраме технике. И получается, сейчас можно всякие вот эти качели делать, да? Очень такие классные. Ободочек наш практически готов, и мы сейчас будем завершать. И последний завершающий узел. узелок. Да. Вот этот вот короткий, который делаем вот сверху, так. да? Потом этот шнур берем и через пропускаем. Вот эту петельку вытаскиваем. Так, вытаскиваем, и все. Вот наш последний получается узел. Вот так. Затягиваем, затем переворачиваем наш ободочек. Вот, да? И теперь мы должны клеем пистолет приклеить наши вот кончики. И на этом все, ободок будет готов. Так, отрезаем примерно где-то 2 сантиметра, 2,5 сантиметра. Отрезали. Примерно тут смотрим, где можно аккуратно приклеить. Например, вот этот кончик мы приклеим сюда. Как спрятать, да? Да. Правильно. Будем прятать. Так, наносим клей вот сюда и кладем на него наш кончик. Так, немножко. Так, все. И теперь вот этот вот хвостик, который мы будем приклеивать вот сюда. Вот сюда будем ее приклеивать. Берем также пистолет. Нанесли клей и кладем ее вот сюда. И все, ободочек наш готов. Легко и просто. Второй ободочек у нас есть. Да, такая красота у нас получилась, да? Ну, шикарно очень. Да, и опять же, да, ну, как и в случае с браслетом, не так затратно, да, это выходит, да, в принципе, если приобрести готовый шнур, да, основу для ободка. Сколько у нас примерно, во сколько обойдется, да? Ну, у нас ушло на ободок 3,5 метра. 3,5 метра. Метр у нас по 200 рублей, мы сказали, да? В прошлом выпуске. То есть 600-700 и ободок. Ну, 800 рублей 800 максимум. рублей, да. Почему бы и нет, да? Да. Я думаю, в магазине дороже.
Да. Да, давайте вот прям покажем, как это все. И она очень легкая, невесомая. Очень, очень красиво. Да, действительно невесомо. Вот такие вот мы сегодня красивые. Хотелось бы узнать о ваших планах на предстоящий год. Наверное, у вас много идей, Да, да, очень. которые вы хотели бы воплотить в реальность. Поделитесь немножко, что планируете. Мы начали пробовать работать с мехом. Так. И наша мечта создать коллекцию, Ух ты. чтобы там был и бисер, и стразы, и мех. Мы хотим использовать норку и соболь. Хотим сделать шикарную коллекцию. Ух ты. Мечтаем. Примерно у нас планы есть, эскизы есть, и начнем создавать уже. Да, здорово. Ну, нам остается вам только пожелать, чтобы обязательно все это реализовалось. Будем ждать этой коллекции. Наверное, те, кто следят за тенденциями, за модой, за работой вашей школы, наверняка тоже очень ждут. Да? Спасибо большое. Мгм. Будем удивлять, будем создавать. И также мы приглашаем в нашу школу всех, кто хочет научиться создавать своими руками красоту из бисера. Да, приглашаем. Ну и, Анжела, вам желаем, всем вашим коллегам, конечно же, бесконечного вдохновения на творение все новой и новой красоты. Спасибо. Вдохновение – это очень важно в нашей работе. Спасибо большое. Ну и вдохновение и вам, наши дорогие телезрители. Смотрите нас, вдохновляйтесь, творите красоту. Ну и новых вам классных работ, проектов и украшений. Спасибо. До встречи на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами.